ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا البصيرة المبصر الأعظم لأمته سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يزال الحديث عن القلب بعد أن جاء الحديث عن التوبة والرجوع إلى الله. كان حديثنا عن حفظ قلوبنا لأنها محل نظر ربنا ولأنها الأساس في سيرنا إلى الله. تكلمنا في المجلس الماضي عن حفظ القلب مما يمكن أن يطرأ عليه مما يسوء. Мы говорили о сохранении сердца, от того, что может его запачкать, об очищении, о подготовке к принятию сияния от Аллаха, поскольку именно в сердце смотрит Аллах, так как сердце является основой на пути Аллаха. Также говорили о сохранении зрения, слуха, речи, о необходимости закрыть отверстия, влияющие на сердце. Если не удерживаться от греховного, то сердце ведь не очистится. В прошлый раз мы вынесли для себя решение не смотреть на то, что запретил Аллах. Человек может выбрать одно из двух: посмотреть на запретное, усладить свой нафс и посеять мрак в сердце, либо удержать нафс от этого и успокоить сердце. О вступившие на путь Аллаха, не смотрите на аврат. Также мы упомянули о запрете смотреть на мирское, возвеличивая его. Когда смотрим на мирское, нужно говорить «Аллахумма ля айша илля айша ля-ахира». То же касается и взгляда на людей под унижающим взглядом. В одно мгновение грешник может покаяться и стать хорошим, а набожный, наоборот, сбиться с пути. Отверстием для сердца, которое мы чувствуем, является слух и речь. Что запрещено говорить, то запрещено и слушать. Ложь пачкает сердце. Запрещено говорить ложь, слушать ее и принимать ее. Гибат. Знаете, что такое гибат? Это значит говорить о своем брате то, что ему не нравится, даже если вы и правы. Да, хоть вы и говорите правду, которая ему не нравится. Что касается лжи, то клевета еще тяжелее, чем ложь. Это подобно употреблению мяса умершего брата. Мусульманин не достигнет довольства до тех пор, пока делает и слушает гибат. Каждый раз слушавший гибат становится соучастником того, кто делает гибат. От гибата в сердце мрак. Мрак от гибата вызывает гнев, желание унизить другого и плохое мнение о другом. Аллах не будет доволен, если ваше сердце станет свалкой грязных разговоров или мирской грязи. Храните слух от гибата, намимата. Что такое намима? Намима – это когда один с другим сплетничает для разжигания смуты. К примеру, твой знакомый насплетничал про тебя. Это посеяло смуту между вами. Что же делать? А вот как в подобном случае поступил мой дедушка, рахимахуллах. Он работал на поле, и к нему подошел знакомый и стал пересказывать сплетни про дедушку. И дедушка обратился к нему с упреком: «И тебе не стыдно сплетничать про меня при мне же?» «Это не я, а другой», — ответил он. «Я не слышал того, я слышу тебя», — ответил дедушка. Нельзя сплетничать и слушать сплетни. Если мы не будем слушать их, тогда сохраним слух от греха и проникновение в сердце мрака от сплетни. Мрак от сплетни сеет ненависть и пачкает сердце. Далее мы расскажем подробно о бедах языка. Также нельзя кушать запретное. Желающий усердствовать на пути Аллаха должен отказаться от употребления запретного, поскольку оно сразу оказывает влияние на состояние сердца. Организм того, кто поест дозволенное, будет покорным, а того, кто поест запретное, будет непослушным. Если вступивший на путь Аллаха
дозволяет себе есть запретное, то он способен и на нарушение в сфере денег, значит может применять при сделках проценты и брать или давать взятки. Аллах проклял того, кто дает взятку, и того, кто берет ее. Если человек доволен тем, что пользуется украденными деньгами, имуществом, пусть знает, что он недостоин высшей степени перед Аллахом. Он может радоваться тому, что получил больше денег, но имущество, добытое таким образом, есть харам. Оно омрачает сердце. Пользуйтесь лишь дозволенным. Стремитесь к набожности в употреблении пищи. Узнавайте, дозволенная она или нет. Люди праведные ищут дозволенность во всем. В пище, одежде, в жилье. Спроси свое сердце, если даже ученый сказал, что можно. Что заставляет человека есть запретное, одевать запретное и жить в запретном? Садиться в машину, купленную на запретные деньги. Причина в привязанности человека к сердцу, которая стала следовать за желаниями нафса. Берегите себя от употребления запретного. Спроси свое сердце, если даже тебе ученый сказал, что можно. Как понять эти слова? Это означает набожность. Ведь даже если найдете ученого, который скажет вам, что можно, прислушайтесь к своему сердцу, затем спросите. Если сердце скажет в отношении какого-либо вопроса, что это связано с запретным, то следуйте сердцу. Для сохранения сердца мы нуждаемся в сдерживании себя от запретного. К примеру, от запретного питания. Поэтому есть хадисы и слова ученых, побуждающих искать дозволенные виды питания и имущества. Тот, кто ел дозволенное, заработанное своим трудом, когда спит, ему прощаются грехи. Раб, когда выходит в поиски дозволенного имущества, получает воздаяние за свой пот и труд. Кто выходит из дома в поисках дозволенного, считается воюющим на пути Аллаха. Кто ищет дозволенное, отказывается от запретного, поднимается на степень праведных. Оставить 1 дирхам из сомнительного лучше для Аллаха, чем дать в качестве милостыни 1000 дирхамов ради Аллаха. Аллах побуждает, чтобы давали милостыню нуждающимся, но заработанную дозволенным путем. А заработанную на запретном лучше не давать. Аллах дает вам, чтобы вы бедным тоже дали. Чтобы этим вы возвысились в степени, но не возвышается в степени тем, что Аллах запретил. Поэтому храните сердце. Но также нужно сохранить и другое, что тоже влияет на сердце. Мы говорили, что есть отверстия, которые мы чувствуем. Это слух, речь, зрение. Отверстия, которые мы не чувствуем, это мысли. В сердце приходит мысль что-либо сделать, и человек это делает. Каждый грех, который влечет за собой гнев Аллаха, начинается с мысли. Большие грехи, неверие, лицемерие, проступки, нанесение вреда людям, все эти грехи начинаются с мысли. Мысли приходят в сердце, и человек следует мыслям. Эти мысли есть отверстия, которые мы не чувствуем. Они появляются изнутри. Мысли в сердце поступают из 4 источников. Первое – это нафс. Ее называют похоть. К примеру, человек соблюдает обязательный пост в жаркий день, и вдруг, видя холодную воду, что в этот момент желает нафс? Желает выпить эту воду. Так откуда появилось это желание? От нафса. От нужды нафса. К примеру, кто-либо расстроил вас, и вы хотите его ударить. Так откуда исходит это желание? От нафса. Второй путь – это шайтан. В хадисе говорится, что шайтан поглощает сердце человека, а когда он поминает Аллаха, шайтан уходит. Но потом, когда забывает, вновь поглощает. Этот путь называется васвас, сомнение. Третий путь – это ангел. В хадисе от имама Суиди, рахимахуллах, говорится, ангел побуждает человека на хорошее, украшает эту возможность для него. Но приходит шайтан и побуждает на плохое, также украшая эту же возможность для него.
Если человек следует призыву шайтана, то совершает грех, а если следует за ангелом, совершает благое. Итак, хорошая мысль поступила от ангела. Если кто-то найдет в себе хорошие мысли, то альхамдулиллях, знайте, что это от Аллаха. А если другое найдет, знайте, это от шайтана. И сразу нужно читать истиазу. А'удhu билляхи минаш шайтани раджим. Четвертый путь – это мысль, которая исходит от Аллаха прямо в сердце человека. Это называется ильхам, внушение. Как Аллах в Коране говорит: «Клянусь душой и тем, кто придал ей соразмерный облик и внушил ей порочность и богобоязненность». Очень много мыслей поступает человеку. Если сможете посчитать, сколько мыслей вам на ум приходит в течение минуты. К примеру, приходит мысль, что хотите пить, и пойдете пить воду. Но в этот же момент появляется мысль, что должны с кем-то встретиться. Все эти мысли, как и многие другие, приходят в течение 1 минуты. Некоторые ученые сказали, что человеку за сутки приходят больше 70 тысяч мыслей. Все они бывают либо хорошие, либо плохие. На это нужно обратить внимание для сохранения сердца. Встречать хорошие мысли, прислушаться и следовать им, ибо они помогают в достижении высшей степени, и отречься от плохих мыслей, возненавидеть их. Хорошие мысли способствуют совершению хорошего, и тогда сердце желает лишь хорошего. Плохие мысли, если не вылечить их или не отречься от них, если не сохранить сердце от них, охватят сердце и посеют в нем стремление к плохому. Сегодня, думая об этом, я задумался о состоянии сегодняшнего дня. Утром встаешь, кто на занятиях, кто на работе, по пути на дороге пробки, у кого-то столько-то встреч, столько-то уроков, определенное дело, человек в суете. И так получается, что вся жизнь одна суета. И до такой степени, что человек не знает, этот день или ночь, и не сдерживает сердце. Желающий вступить на путь Аллаха должен отличаться от людей. Он должен вынести для себя решение не погружаться в мирскую суету. Стремитесь быть хорошим рабом Аллаха. Сегодня смотришь на некоторых молодых людей, они куда-то идут, но сами не знают куда. Встречаешь молодого с наушниками, он слушает песни, он постоянно в какой-то суете. А когда же будет размышлять? Когда он сядет и подумает о будущем? Я говорю о погружении людей в мирскую суету. Большая часть времени переходит от одной заботы к другой. Но уходить полностью в музыку, погружающую в суету, нельзя. Вернитесь немного назад, оглянитесь вокруг. Это очень важно. Старайтесь выполнять свои обязанности лучше, чтобы студент был лучшим из студентов, поскольку цель должна быть приближение к Аллаху. Если продавец, лучшим из торговцев. Если работник, чтобы был лучшим работником. В сердце будьте с Аллахом, удаляя плохие мысли. Мы нуждаемся в твердом решении. Отныне мысли наши не должны быть пустыми, без цели. Некоторые люди жалуются, говорят: в моем сердце появляется смирение, глаза проливают слезы, появляется желание приблизиться к Аллаху, и кажется, что уже больше не будут делать плохого. Но через 2-3 дня все это проходит. Почему? Потому что ты вернулся к прошлому, к тому, в чем уже покаялся. Вернулся к забвению сердца, ведь оно всегда открыто для хороших и плохих мыслей. После нашей встречи будем следовать хорошим мыслям и отрекаться от плохих. Далее, при следующих встречах, мы расскажем о том, как различать мысли, как узнать, эта мысль хорошая или плохая. Это хорошая мысль от Аллаха или от ангела. Кто-то может сказать: вот это хорошая мысль, и следуй за ней. Нет. Когда мы научимся их различать, то будем знать, как действовать и какая от этого есть польза. Об этом мы и расскажем. Плохая мысль. Откуда она поступила? Пришла ли от шайтана или от нафса? Кто-то может сказать: а зачем это знать? Это ведь просто плохая мысль. Отрекись от нее и все. Нет.
Для каждого пути, откуда именно поступают мысли, есть свои виды лечения. Итак, в результате мы сможем отличить истинную хорошую мысль от плохой, которая маскируется под хорошую. Субханаллах, разве такое возможно? Да, возможно. Иншаллах, об этом мы расскажем в следующих встречах. اللهم يا من القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبهما كيفما يشاء، نسألك اللهم أن تثبت قلوبنا على دينك وعلى الإقبال عليك. اللهم احرس قلوبنا عن كل ما لا يرضيك، ثبتها على كل ما يرضيك، واجعل قلوبنا من القلوب المستقيمة السليمة مسلولة السخيمة التي تحفظها بحفظك للمحبوبين من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الشيطان علينا سلطانا، ولا تجعل النفوس الأمارة بالسوء علينا سلطانا. اللهم اجعل نفوسنا راضية مرضية مطمئنة كاملة مطمئنة مقبلة عليك، واجعل لمة الملك تملأ قلوبنا فنستجيب لها، واجعل إلهامك إيانا إلهام المحبوبين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.